Мы желаем вам отличной службы, доброго здравия, верного служения своему народу и своему Отечеству и счастливого возвращения к порогу отчего дома. Напутственные слова звучат сегодня для этих молодых ребят. Совсем скоро для них начнется настоящая школа жизни. Ведь им предстоит пройти срочную службу в армии. В какой бы точке страны ни служили призывники из нашей республики, очень важно помнить о своем происхождении и показать себя с самой лучшей стороны. В свою очередь, религиозные деятели отмечают, служба в армии воспитывает в человеке не только чувство патриотизма, отваги и мужества. Магомеду Ужахову 18 лет. О службе в армии молодой человек задумывался еще в старших классах. Служить он собирается в городе Ростов в сухопутных войсках. В будущем Магомед планирует связать свою жизнь с военным делом. Армия добровольно армия поддержки, нормально контракт, Офицеры, или как их еще называют покупатели, специально прибыли в Ингушетию, чтобы забрать призывников в места дислокации воинских частей по всей стране. К примеру, Даниил Магомедов приехал из города Буйнакск. Он забирает двоих ребят из Икажевского военкомата в пехотные войска. Самые обычные условия, которые создаются в армии, все новейшее у нас, все нужное для солдата, будет, все условия, которые нужны. Специально, чтобы поддержать и проводить призывников в долгий путь, приехали воспитанники военно-патриотического центра «Молодой патриот». Юноармейцы хорошо понимают, что такое военная подготовка и строгая дисциплина, ведь им самим скоро предстоит пройти срочную службу в рядах российской армии. Мы тоже готовимся к военной службе армии, готовимся, делаем мероприятия, участвуем в мероприятиях и также делаем тренировки. И в дальнейшем нам будет удобнее идти в армию, чтобы подготовиться раньше и идти в армию. Сегодня из республиканского военкомата ряды вооруженных сил России пополнит порядка 20 человек. Всего же в течение этой призывной кампании из Ингушетии планируют отправить 300 новобранцев, что на 100 человек больше, чем в прошлом году. У нас и до этого была с ребятами, которые отправляются, встреча. Мы, как могли, им довели, как должно быть, что, как должны служить. Там, куда они уходят, многие, там есть наши земляки. Хорошо, достойно наши мальчишки служат. Большинство они уходят подготовленными. Родители получают благодарственные письма за хорошее воспитание. Но они знают, что надо служить. Достойно проходят службу. Можно даже отличить наших мальчишек. Песни и заводная лезгинка. Вот как провожают в армию очередных новобранцев. По окончании срока службы у всех желающих есть возможность остаться служить по контракту. Ведь, как говорят в армии, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Микаил Тангиев, Магомед Таскиев, Новости 24.